Уважаемые коллеги, приглашенные, собравшиеся, мы продолжаем нашу серию круглых столов, которые организованы по инициативе Гуманитарного объединенного ученого совета Академии наук Республики. Ну, я хотел бы сказать, что особенность наших встреч заключается в том, что мы не ограничиваемся только рамками одного гуманитарного направления. Мы обычно приглашаем и смежных наших специальностей, и с Объединенного ученого совета по физико-техническим знаниям, по естественно-научным, медиков, биологов и так далее. Это говорит о том, что, в общем-то, аспект нашей беседы будет достаточно широк. И очень хорошо, что модератор нашей встречи Егор Михайлович Махаров, он философ, а это та наука, которая объединяет очень многие знания и позволяет вести такую широкую дискуссию по широкому кругу вопросов. Сегодня наш круглый стол посвящается теме перспективы направления научных исследований в республике. Он приурочен к 30-летию создания Академии наук Республики Саха-Якутия. Мы, конечно, хотели бы поговорить о роли науки и ученых в современном обществе. И мы сегодня рады видеть наших коллег и гостей с других объединенных ученых советов, наши традиционные постоянные оппоненты, собеседники. Это Валерий Валерьевич Лепов, Виктор Васильевич Шепелев. Я вижу, многих еще добавились. Макар Макарович, тоже Яковлев, известный у нас правовед, юрист и многие другие специальности. Поэтому я думаю, что сегодня разговор состоится достаточно интересный. Участники у нас сегодня научные сотрудники институтов, преподаватели вузов, аспирантов мы обычно всегда традиционно приглашаем. И я хотел бы предупредить, что наш круглый стол проводится совместно с редакцией журнала «Наука и техника» в Якутии. Материалы нашего круглого стола обычно публикуются в этом журнале, и они имеют очень хороший положительный резонанс. В других регионах приходят положительные отзывы, как мы знаем. И учитывая, что будет вестись аудио и видеозапись, просим быть внимательным к вашим словам, к тому, что вы говорите и так далее. Поэтому я просто хотел вас предупредить. Поэтому дальше я предоставляю слово модератору, академику Академии наук Республики Махарову Егору Михайловичу. Он расскажет темы заглавных выступлений, цели и задачи нашего обсуждения. Пожалуйста. Спасибо. Так, это дело надо стоя, говорит. Так, добрый день, коллеги. Круглый стол, как Геннадий Владимирович, для молодых, я говорю, это вице-президент Академии наук, академик Академии нашей Академии, доктор исторических наук. Я, как модератор по организационно-техническим вопросам, несколько слов я скажу. Во-первых, регламент 15 минут для заглавных выступлений. Дальше где-то по 5 минут выступления, вопросы, выступления. Мы рассчитываем где-то продолжительность нашего круглого стола 2 и 2,5 где-то часа. Так примерно ориентировочно. Мы, когда выбирали тему круглого стола, естественно, вопрос стоял о том, чтобы 30-летие нашей академии, поэтому надо будет круглый стол посвятить науке. А в будущем году 300-летие Российской академии наук. То есть то, что мы сегодня начнем разговор, это будет продолжено еще дальше. С этим расчетом, с таким прицелом мы сегодня как-то поговорим с вами. Так, это во-первых, да, как Геннадий Владимирович говорит, у вас есть план круглого стола.
Там, значит, с некоторой расшифровкой, 6 направлений где-то. Вообще наука это вообще океан, глобальная вещь. Все не охватишь. Так что вот мы выделили только пока 6 направлений. И то в каждом, значит, вы расшифровку видите, там масса проблем. Поэтому здесь такое оговорка уточнения будет. Каждый, значит, по усмотрению, что желает, что считает нужным высказать, это сделает. Так, задача сильно стоит, чтобы то, что обозначено, все буквально по этим пунктам пройтись. Это для ориентировки мы сделали. Это, во-первых, что я хотел. Ну и еще я хотел подчеркнуть, что в нашем кругу присутствуют аспиранты Якутского научного центра, молодежь. Это у нас в наших традициях, поскольку это наша смена, это наше будущее. Они сейчас находятся на стадии определения своей темы научно-исследовательской работы. Вот как раз в поисках этого, мне кажется, полезно будет слушать наших крупных ученых, их мнение о перспективных направлениях развития науки в республике. Вот главное, они из истории науки знают, что определение, выявление проблемы – это очень важная задача. Вот на этой стадии как раз вот они знают, что из истории науки многие этому психологии наук, научного творчества придавали большое значение. Именно проблему, которую надо определить. С тем, чтобы второй раз и третий раз Америку не открывать. А здесь это очень сложная для них, конечно, задача, вопрос. Как выдающийся ученый 20-го Ясперс говорил в своей концепции критического рационализма, что проблема в определении вот этого и дальше идет процесс. Потом определение направления работы, гипотезы научного движения и так далее, и так далее. Поэтому выступление наших крупных ученых, мне кажется, какой-то ориентир может это дать для наших молодых, которые сейчас находятся в поисках своей темы исследования. Ну и Геннадий Владимирович говорил, совместно мы с журналом, это давно, наукотехника Якутии, давно, это наша традиция. Потом это материал всегда в страницах этого журнала публикуется. Да, для молодых я скажу, что Шепелев Виктор Васильевич, академик Академии наук нашей республики, главный редактор этого журнала. Кстати, вы имеете в виду тоже, постепенно, видимо, надо будет поинтересоваться этим журналом, потом опубликовать и так далее свои. Кстати, я думаю, сегодня... Он награду получил недавно федеральный журнал. Да, я думаю, да, Виктор Васильевич сам скажет сегодня. Как раз вы будете будет возможность задавать вопросы и так далее. Вот так для начала, что я хотел бы. Чисто организационного плана нет каких-то вопросов. Разрешите мне начать предоставлять слово. Кстати, качество заглавных выступлений где-то 5-6, да? Заранее мы как бы с ним обговаривали. В основном все здесь присутствуют, а потом уже, пожалуйста, вокруг выдвинутых этих вопросов выступлений. Так, Анатолий Афанасьевич Попов, вы начнете, да? Пожалуйста, потому что по направлению он доктор экономических наук, профессор, академик Академии наук Республики Саха-Якутия. Пока вот так. Анатолий Афанасьевич, пожалуйста. Да, хорошо. Добрый день, дорогие коллеги, дорогие аспиранты. Знаете, о перспективах развития экономической науки за 15 минут что-то сказать довольно сложно. Сама экономическая наука представляет, как, с одной стороны, как теоретическая экономическая наука,
Это прежде политическая экономия, которую в вузах после 90-го года не стали преподавать. Экономическая теория, которая преподается о проблемах, о категориях, проблемах развития рыночной экономики, а политическая экономия о категориях и проблемах и закономерностях развития общества. Поэтому, естественно, суживается с какой-то степени преподавание в вузах таких теоретических наук экономических, но это все-таки с точки зрения того, что перспектива, наверняка эти моменты будут, видимо, изменены. Вторая группа экономических наук – это функциональные экономические науки. Это прежде всего финансы и кредит, налоги, налогообложение, бухгалтерский учет, страхование и так далее. Третья группа – и региональная экономическая наука. Она, как направление экономической науки, стала больше продвигать это направление, начиная с 70-х годов прошлого года. Инициатором развития этого направления экономической науки был и есть выдающийся академик Аганбегян. Он тогда работал директором Института экономики Новосибирского отделения Академии наук. Вот он двигал это. Поэтому, поскольку мы находились по соседству, он к нам, наша республика, часто приезжал и очень многие вопросы продвигал. Одновременно и решил, я бы сказал, через 21 год после представления открытия экономического института на базе сектора науки якутского филиала Академии наук и дали добро на открытие Института экономики по освоению природных ресурсов Севера. Это 21 год до открытия этого прошло по той простой причине, что у нас в республике ни одного доктора экономических наук не было. К этому времени, это было уже в 1980 году, и тогда вот это Сибирское отделение Академии наук своими решением ученого совета дали добро именно открытие у нас на базе филиала. Ну, естественно, тогда у нас было 2 доктора наук. Егоршин, доктор наук, это высший заведующий промышленным отделом обкома, и работа Свердловского научно-исследовательского института. Человек очень опытный, знающий многие вопросы развития и региональной экономики. Далее Егоров, он тогда работал в отделе науки, экономическом отделе, и, естественно, имея 2 доктора наук и имея кандидатов наук, открыли экономический институт по комплексному освоению природных ресурсов. Это продвижение этого института я знаю по той простой причине. Тогда я занимался вопросами идеологии, был секретарем Якутского обкома партии по идеологии. Все документы проходили через обком партии, естественно, эти вопросы я знаю. Подбор кадров, выдвижение их и рассмотрение этих вопросов. Потом через определенное время этот институт по освоению природных ресурсов был переименован в Институт региональной экономики. Само название в какой-то степени соответствовало к тем проблемам, которые решали в республике в комплексном развитии производительных сил Республики Саха-Якутия. Далее, по линии института, этот институт довольно быстро вырос. Максимальная численность этого института доходила до 175 человек. Это был солидный институт, естественно, потом вошел в состав Академии наук, и судьба этого института оказалась довольно сложной. Выходя с Академии наук и потом постепенно теряя финансирование,
И сейчас сохранилось всего где-то около 12 ответственных работников этого института. Конечно, вот это продвижение с точки зрения развития экономической науки, это оказывало очень серьезное влияние. Потому что от состояния института, от уровня развития этого института и от тех кадров, которые работали, конечно, очень многое зависело с точки зрения роста наших экономических кадров, докторов наук и кандидатов экономических наук. А с точки зрения влияния этого института на развитие производительных сил и республики, на развитие экономики в целом региона, тут эти вопросы решались многими научно-исследовательскими институтами. Я должен прямо вам сказать, дорогие аспиранты, что у нас был выдающийся руководитель якутского филиала и позже Якутского научного центра Николай Васильевич Черский, академик. Этот человек, обладая огромным опытом как геолог, как ветеран Севера, как человек, который очень заинтересован в ускоренном развитии производительных сил нашей республики, он сделал очень много. Поэтому любой институт, который был открыт тогда, и первый раз вот институт комплексного освоения природных ресурсов, потом институт региональной экономики, по существу под непосредственным руководством Терского, эти институты работали как академические институты. Академический институт от отраслевого института отличается тем, что академический институт суммирует основные принципиальные направления развития экономической науки. А если отраслевой институт, то круг значительно суживается. Поэтому, естественно, при Черском все институты, они были взаимосвязаны. Я это очень хорошо помню, многие вопросы обсуждались, и через 5 лет обсуждали на уровне научно-практической конференции под руководством первого секретаря обкома партии. У нас тогда работал очень крупный, выдающийся, сейчас многих начинают переписывать к выдающимся руководителям. Это действительно был очень талантливый, очень крупный ученый. То есть про него мало кто может сказать, что этот человек был какие-то недостатки имел. А на самом деле любой человек имеет недостатки, но я бы сказал, если вы посмотрите архивные материалы, его доклады, его выступления, и про него отзыв от Косыгина Алексея Николаевича, когда было здесь Якутска, его выступление было опубликовано воспоминание о 90-летии Ивана Афанасьевича Матвеева. Это впервые выступление Косыгина в печати было опубликовано. Принцип выступления члена Политбюро без разрешения Политбюро обычно никогда не публиковали. Поэтому там очень интересное выступление и связанное его отношением к руководству областной партийной организации. Вот этот руководитель, я с ним 17 лет работал под его непосредственным руководством. В течение 8 лет я был руководителем одного из самых ведущих отделов обкома. Поэтому могу сказать, какие основные вопросы с точки зрения развития экономической науки двигались под непосредственным руководством Теряева. Во-первых, Теряев сразу поставил в 70-х годах вопрос о развитии Южной Якутии. И со многими министрами он непосредственно работал, его письма сохранились. И, естественно, вопрос стоял, во-первых, вопрос о формировании Южно-Якутского угольного комплекса, строительство железной дороги до Томмота. Это письмо было написано в 1965 году министра транспорта Вешева. Это до Томмота. Потом последующие годы строительство железной дороги до Якутска.
Сейчас уже до Вестека все это доведено. То есть. Поэтому у него с точки зрения рассмотрения экономических проблем был комплексный подход. Комплексный подход. Почему именно ставил вопрос по отношению формирования Южно-Якутского комплекса и строительства 100-тысячного города Нерюнгри? Это были очень крупные проблемы. То есть в рамках в истории нашей республики решения таких крупных проблем в течение 10 лет никогда не было. То есть, да и последующие 30 лет мы не видим таких крупных решений. Поэтому, естественно, вот строительство города Нерюнгри, 100-тысячного города, и строительство железной дороги, освоение угольного комплекса, это совокупность давала и решение многих проблем экономического и социального развития Южной Якутии. И на этой основе неоднократно он в своих докладах, выступлениях отмечал, что будет формироваться Южно-Якутский ТПК, то есть территориальный производственный комплекс. У нас в истории экономического развития нашей республики не было опыта формирования ТПК. А в Сибири и в других регионах, центральных областях, ТПК, территориальные производственные комплексы, годы строительства социализма, они были построены. Соседний Красноярский край, если взять, Саяно-Сушинский ГЭС. На базе вот этого Саяно-Сушинского ГЭСа ядра формировался Саяно-Сушинский территориальный производственный комплекс. По замыслам Теряева, ядром формирования вот этого ТПК должно быть Южно-Якутский угольный комплекс. И, естественно, этот комплекс должен быть расти до уровня ТПК. Этого не случилось. То есть. Поэтому, естественно, у нас не удалось посмотреть на примеры нашей республики формирование комплексного развития какой-то территории в виде формирования ТПК. Это у нас не случилось. Далее у него была идея формирования центрально-якутского ТПК, тоже ядром, здесь центром Якутска, ядром должно было Якутэнерго. Да. И западно-якутский ТПК. Вот 3 территориально-производственных комплекса у него было. С чем это связано? Почему такие формы развития производительных сил ставил Теряев? Это связано с тем, что Северем стремился к тому, чтобы преодолеть точечное развитие экономики нашей республики. Знаете, территория огромная, 18% территории нашей страны занимает. Естественно, эти территории комплекса развивать, обеспечивать, это довольно очень сложно. Поэтому он старался найти эту форму развития производительных сил. Но что такое производительные силы, аспиранты, наверное, вы хорошо знаете, наверное, да? Да, с точки зрения развития производительных сил, вот именно вот эта форма тогда считалась более-менее приемлемой. Далее, после Теряева, руководителем республики был Юрий Николаевич Прокопьев. Он ставил тоже комплексный подход в экономическом развитии нашей республики. У него было ТПК в северных районах арктической зоне. Тоже старался вот эти вопросы решать. Поэтому в целом, хоть с какой-то степени полностью не охватывалась территория и отойти от точечного развития экономики и республики, не полной меры, может, не получалось, но стремление это было. Поэтому мы, как экономисты, конечно, очень признательны, что такие крупные вопросы тогда ставились. Анатолий Панасьевич, может, к вопросам перейдем? К вопросам... Сейчас, одну минутку. Ага. Да. Дальше, сейчас как надо решить комплексное развитие? Потому что идея комплексного развития экономики нашей
и республика начинается с первой комплексной экспедиции. То есть при сплошной неграмотности населения, при разбросанности населенных пунктов на огромной территории ученые очень много очень полезных, ценных рекомендаций были сделаны, и до сих пор они приемлемы. Вот сейчас какой подход должен быть в комплексном развитии территории нашей республики? Это прежде всего к развитию производительных сил должен быть кластерный подход. Мы в своих монографиях, учебных пособиях рекомендуем 5 региональных территориальных кластеров. Тоже начиная с Южно-Якутского, Центрально-Якутского здесь центра на базе энергетики, Западно-Якутского, и Арктической зоны, и Восточно-Индигирской, то есть с охватом всей территории. Это 5 региональных территориальных кластеров. На базе этих территориальных кластеров можно было бы в какой-то степени обеспечить комплексное развитие. Основные механизмы и формы реализации этих кластеров мы могли бы высказать, но у нас по линии Президиума Академии наук экономическая тема у нас понос никак не проходит. Думаю, что без решения экономических вопросов можно решать многие вопросы. Поэтому мы каждый раз предлагаем, с какой-то степени должен быть комплексный подход к решению проблем экономическо-социального развития республики. Далее комплекс, это региональный территориальный кластер внутри может иметь несколько различных форм. Такая форма здесь в городе Якутская появилась. Это территория опережающего развития. Примерно включает больше 20 предприятий, включая Жатайский судоремонтный завод, Бестяхскую и так далее, станции. Форма объединения может быть разной. Акционерную компанию можно сделать, акционерное общество, как удастся, как согласятся и так далее. Далее на базе формирования этой территории, формируя акционерные компании, со временем надо сделать эту компанию свободной территорией. По постановлению, по закону сейчас территория, свободная экономическая зона формируется в течение 5 лет. На севере за 5 лет сделать что-то очень трудно. Поэтому мы предлагаем именно формирование экономической зоны сделать до 10 лет. Тем самым создать на базе этой территории, ядром пусть выступает и энергетика, создать эту свободную экономическую зону. Анатолий Панасевич. Сейчас я заканчиваю. Да, давайте. Да. Если так подходить, то, мне кажется, полная мера экономическая наука вполне могло бы заявить о себе. У нас 24 доктора экономических наук. В университете работает около 30 кандидатов экономических наук. Я думаю, если новое пополнение наших из числа аспирантов будет, и наука будет двигаться. Спасибо. Спасибо. Вы извините, пожалуйста, 15 минут я буду как-то каждому выступающему буду говорить. В 7 часов мы могли задать вопрос, и потом какое-то общение произошло, имело место. Так, Анатолий Афанасьевич, история науки, это тоже важно в республике. Хорошо, вопрос, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да. Анатолий Афанасьевич, как вы смотрите борьбу с бедностью в республике с точки зрения развития нашей экономики? Да, он отвлекся. Анатолий Афанасьевич, вопрос вам задают. Какой? По бедности. Так, придется... Я повторю. По бедности. Повторю. По бедности? Как вы смотрите борьбу с бедностью в республике с точки зрения развития экономики республики? И какой бедности населения, да? Да, программа Николая Ильич. Борьба с бедностью. Нет,
Бедность, знаете, если всех семей республики взять, у нас, численность населения у нас восстановилась 1 миллион, это очень хорошо. Это в 1986 году, 1986 году миллионное население было. В 1991 году у нас было 1 100 000 с лишним. Видите как? И через 27 лет мы миллионное население восстановили. И семей у нас 62 000 семей. Если этих семей распределить по уровню денежной обеспеченности, то можно разделить на 5 групп. Первая группа крайне бедные, примерно 5% семей, 5%. Вторая это бедные. У нас, статистика дает примерно 17,5%, но на самом деле около 20%. Будем считать 20%. Третья малообеспеченные, 55%. Средний класс 15%. Богатые у нас, богатые тоже есть, 5% семей. Видите как? И с этим уровнем, конечно, мы можем сказать, что 80% семей республики это в основном малообеспеченные и бедные семьи. Вот задача стоит в том, чтобы изучить, аспирант, если кто-то занимается, глубины бедности надо изучить. Настолько это сильно отражается на членах семьи, на воспитании детей и так далее. Поэтому, естественно, эта проблема очень интересная. А с точки зрения политики, что у нас 80% семей находится на уровне малообеспеченности и на уровне бедности и так далее, конечно, это проблема очень серьезная. И поэтому глава республики правильно ставит, что надо попытаться и решить. Как надо и решить? Это вопрос очень серьезный. Прежде всего надо идти, мы пытаемся идти по пути повышения заработной платы, но это не в полной мере, не всегда удается это. А если идти только за счет поддержки государства, за счет поддержки социальной защиты населения, это не полное решение. Поэтому экономисты давно ставят. У нас, в принципе, по стране установилась такая традиция, что от вновь созданной стоимости только примерно дают, по требованиям, по критериям развития рыночной экономики, принципа должно быть не менее 70% должны давать на выдачу заработной платы. Так, хорошо. У нас региона 42%. Да, поэтому проблема очень серьезная. Да. Длительный процесс решения этой проблемы. Так, еще один вопрос, потом перейдем к следующему. Пожалуйста. Да, Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, вот вы свое выступление начали с скажем так... Микрофон включите. Вы свое выступление, Анатолий Афанасьевич, начали с презентации Института региональной экономики, который когда-то в составе Академии наук находился и насчитывал свой, скажем, научный потенциал в количестве 177 человек, вы сказали. А теперь от этого института, вы говорите, осталось 12 человек. Это достаточный потенциал для того, чтобы обеспечить научное сопровождение социально-экономического развития республики? Да. Нет, конечно. Поэтому я выступал здесь на заседании Президиума Академии наук и доклад делал. И предложил создать новый академический институт для координации деятельности всех научно-исследовательских институтов Якутского научного центра. И совместными усилиями можно было бы развивать, ускорить развитие производительных сил и республик. Настолько наука может это делать. Да. Поэтому это недостаточно. Нужен академический институт. Да. И во главе этого академического института, кроме руководства института, именно президиум, именно Академия наук должна стоять. Вот тогда только могут двигать это.
Да. Научно-исследовательский институт, они Хорошо. Да, ну я думаю, один-два вопроса каждый, потом уже вернемся к этим вопросам. Потом вы, может быть, у себя вопросы еще готовьте. Анатолий Афанасьевич считает вообще очень серьезная проблема. К сожалению, мы, если посвятили в экономику, тогда другой вопрос. Придется нам еще по другим проблемам пройтись. Так, следующее вступление. Ну, тут Геннадий Владимирович просит ему дать слово, поскольку у него потом надо будет куда-то отключаться, да. Поэтому Геннадий Владимирович начал у него, там он доктор исторических наук, профессор, там проблема истории. Вот, я прошу подготовить тоже вопросы. Спасибо. Ну, я прежде всего, чем подойти к основному вопросу, позволил бы себе маленькую такую преамбулу, учитывая, что 30-летие приближается Академии наук. Вообще, в чем роль? 20 декабря 1993 года первый президент нашей республики Михаил Ефимович Николаев своим указом образовал Академию наук. Он сразу же в этом указе ее очертил как высшая научная организация, которая призвана координировать прикладные и фундаментальные научные исследования в регионе. И вот это время, последние 3 десятилетия, показало, что это решение было правильно. Дело в том, что наша республика не развивалась методом, скажем, там, тыка, методом проб и ошибок, а на строго вываренной научной базе, на научных исследованиях. В этом, конечно, очень большое правительское значение Михаила Ефимовича. Дело в том, что, вы знаете, на территории Российской Федерации еще 3 национальных академии. Это Башкортостан, Татарстан и Чечня. У нас 4-я академия, ну, по времени она 3-я была, Чечня потом создали свою национальную академию. И есть еще национальная академия в Абхазии. Вот буквально в декабре приедут президенты на юбилей. Мы будем проводить крупную конференцию, посвященную языку, сохранению родных языков. И на уровне первых лиц все президенты национальных академий к нам приедут. Создан методический совет Василия Васильевича Филиппова в свое время, вы знаете, при президенте Академии наук, который сверяет свои часы и программы от национальных академий наук. Хотя они не вписаны в федеральный закон о науке, эти национальные академии, но и они имеют очень большую роль и значение. Я приведу еще один пример. Вот когда были очень сложные времена, начало 90-х годов, в Академии наук включила в себя 4 крупных института. Это Институт языка и литературы, который сегодня федеральный, Институт региональной экономики Севера, о котором говорили, очень крупный институт был, Институт проблем экономики Севера, Институт луговодства. И вот если бы этого не случилось, то, конечно, под угрозой была сохранность вот этих научных школ именно в начале 90-х годов. Они достаточное время существовали. Потом уже присоединился Институт здоровья, 96-й год, и Институт социальных проблем труда, 97-й год. То есть структура Академии была достаточно другая. Теперь перейду к основному вопросу. Дело в том, что история – это очень даже непростая наука, хотя все мы пытаемся заниматься историей. Это прежде всего комплексная дисциплина, которая изучает последовательность событий с точки зрения многих других дисциплин. И политики, и государственного устройства, и экономики, и религии, и культуры, военного дела, и очень многих других аспектов. Если мы какой-то аспект просто не примем, тот же правовой аспект, то мы совершим здесь ошибку. И, конечно, я не буду здесь объяснять, что такое история, Геродот. Я просто как бы постараюсь структурировать с точки зрения даже философии, что в последнее время, последние годы, что мешает вообще развитию науки и приводит к фальсификации. Первое – это, конечно, единство мирового процесса, единство мировой истории.
Последние годы начали это отрицать, я об этом тоже скажу. И, конечно, человеку сложно было жить в условиях вот бессмыслицы какой-то, и он поэтому стал рассматривать историю как, как бы процесс, который должен наполнить смыслом обязательно. То есть поступательное развитие к прогрессу. Это самое главное, смысл исторического процесса. Но, однако, долгое время религиозная мысль нам объясняла все по-другому, что смысл истории – это в замысле Бога. Он все объясняет, поэтому даже вот мы, кстати говоря, свое летоисчисление не изменили, и мы свою новую эпоху вот считаем, наше время считаем с Рождества Христова. Римляне в свое время они считали, что от рождения Рима, и считали, что большей задачи нет. Однако просветительство, оно изменило что? Оно заменило Бога природой, начали оперировать уже к природе. И вот во второй половине 20 века появился постмодернизм, и стали уже отказываться от целостной истории как единого процесса, стали развивать историю на куски. Например, по мнению Фуко, история – это отдельные какие-то статические образования, которые не имеют никакой связки. Их можно отдельно вот так рассматривать, и между ними никакой нет последовательности, связи и так далее. Вот отдельный период вырывается, его рассматривается, делая выводы и все. Без всякого, единого видения и так далее. Другой исследователь говорит, что нет прошлого, нет будущего, и подлинное время – хронос. Делез говорит, и вот постмодернисты, они стали провозглашать конец истории. То есть есть только тексты, текстовая реальность, а, в общем-то, как не такого процесса нет. Вот рассматривать просто по текстам. И поэтому вся прошлая история, она, в общем-то, какая-то имеет стихийный характер, то есть каждое государство стремилось добиться какую-то цель, однако не всегда это получалось, и получились процессы, которые не впадали в их желание. То есть совершенно стихийный такой характер. И с этим приходится, конечно, совсем бороться, потому что если мы будем отрицать хотя бы один из этих элементов, я не имею в виду религиозное единство мировой истории и ее направленность, эти два процесса, я уж не говорю о комплексности причинно-следственных связей, то мы получим кашу. Что касается, сразу же перейду к фальсификации, от чего это происходит. В последнее время появилось очень много крупных работ, которые выдаются иногда за монографии, но их можно назвать фэнтези, где абсолютно отрицается, например, монгольская ига или целые периоды в истории развития, например, нашей страны. Но там нет ссылок, абсолютно, как у историков принято, на источники. Он совершенно, автор, например, тот или другой, ведет свою трактовку. Книги издаются колоссальными тиражами, они вызывают интерес, но кроме как фантастики или фэнтези, есть такой стиль, их нельзя никак рассматривать. А человек привык, который книгу раскрывает, некоторые думают, что это правда, начинают полемизировать, там какие-то клубы последовательные, фильмы издают, все что угодно. И сейчас история одна из наук, которая, такой пресс-фальсификации идет не только на естественные науки, как вы знаете, а все-таки на историю. И это играет очень большие какие-то отрицательные процессы у нас идут, потому что история напрямую связана с патриотизмом. Если человек не видит свое прошлое, он не может ставить свою цель, ради чего защищать ему свои, например, рубежи. И мы столкнулись с этим при воспитании патриотизма, когда человек, не знающий своего, отца, деда, прадеда и прошлого, его очень сложно вообще призывать к чему-то, убеждать вообще необходимости чего-то и так далее. Поэтому мы имеем очень большую миграцию среди молодежи, абсолютно неверие и незнание будущего, и космополитизм в определенном смысле, потому что человек считает, что неважно где жить, главное как, например, жить, не привязан к своей территории, к своей малой родине, большой родине и так далее. И эти вещи, эти процессы, они принимают достаточно большой характер, носят. И я вам приведу последние социологические исследования, по фальсификации истории. Как люди с этим сталкиваются, не сталкиваются. Это провели в последнее время
известные телеканалы и проанализировал в ЦИОМ. Вы знаете, такой есть Всероссийский центр изучения общественного мнения. И вот там, значит, они что говорят. Каждый второй россиянин замечал случаи умышленного искажения России. Это 53%. А значит, треть сталкивается с этим неоднократно, больше 3 раз. Средний возраст 35-41%. Имеющие высшее образование 41%. Москва, Санкт-Петербург 45%. И зависит, конечно, от предпочтений. Человек читает, где это все смотрит. Или интернета. Они в 2 раза чаще с этим встречаются, с фальсификацией истории, минимум 3 и не замечали такие случаи 40%. В основном это молодежь 18-24 года. Ну, видимо, не задумываются над этим. И со средним образованием и ниже таких больше половины тоже. То есть образование тоже влияет, потому что таких людей легче обмануть. Ну, что касается мотива, по которым идет искажение. Фальсификация истории активно идет по событиям Второй мировой войны. И вот искажение ее итогов 20%, преуменьшение роли России в победе 10% отмечает, и подмена понятий вообще придумывания истории 11% отмечает. По Древней Руси даже тоже 10%, по СССР истории 9%. Дальше. Плохое преподавание предметов в школе отмечает 5%, потому что у нас были разные учебники, как вы знаете, да? Сейчас у нас единый учебник, это несколько поправило ситуацию, хотя тоже есть проблемы. Но вот не сводится фальсификация только, вот, скажем, ко времен Второй мировой войны. И какими мотивами, вообще мотивами фальсификатор истории, скажем, руководствуется? Основная цель – это ослабление России, разобщение российского общества и введение граждан в заблуждение. В том, что основной мотив заключается в дискредитации России в глазах мирового сообщества, убеждены 17% опрошенных. И встречалась позиция, согласно которой к фальсификации истории прибегает в собственных корыстных целях, свои выгоды какие-то, борьба за власть и привлечение внимания, здесь от 9 до 4%. И, конечно, вся сила у нас в правде. Россияне солидарны с мнением, когда нужно бороться с теми, кто пытается исказить историю нашей страны, 90% за это. И среди представителей старшего поколения 60 плюс 92% за это, да? И вот что предлагают, как наказать? Фальсификация истории можно разделить на усмирительные, привлекать к ответственности 9%, сажать в тюрьму 7%, уголовная ответственность 4%, штрафовать 35% считают. Значит, мирным путем просвещения 9%, учить историю 7%, доказывать вину 6%, говорить правду, воспитывать молодежь, значит, 5%. И, конечно, бороться с этим нужно, но считают почему-то только 7%. В числе основных причин они считают бессмысленность этого. И у каждого собственный взгляд на исторические события 20%. Вот такой срез нашего общества. Я просто вам говорю для затравки. А вы, наверное, продолжите потом. И вот так мы поступим. Да, пожалуйста. Да, вопрос, пожалуйста. Геннадий Владимирович. Да. Вот вы сказали, национальные академии не писаны в федеральную науку. Да. Как это понять? Дело в том, что вот федеральный закон о науке, да, значит, мы как бы пытаемся, чтобы там были прописаны просто в федеральном законе науки место национальных академий. Они пока не прописаны. Причина. Да, вот, ну, это сложно сказать, причина, да. Мы, может быть, даже недостаточно будируем, может быть, нет нужных депутатов там, да, которые бы защищали вот эти интересы. Ну, так получилось, что вот их нет в федеральном законе о науке. Да. И вот у нас, конечно, в республике ситуация совершенно другая. Мы в 90-е годы сразу же начали поддерживать науку, финансировать. А вот только в последние годы на федеральном уровне разрешили вообще финансировать науку с региона. И поддерживать вообще науку. Это случилось очень недавно. Да, мы сами. А вот когда мы объезжали по НОЦу другие регионы, Магадан, например, только Сахалин свой закон готовил. В других регионах не было своего. Это законодательство нужно. Иначе это будет нецелевое использование. У нас закон о науке, ну, благодаря нашим депутатам, он был сразу же
один из первых законов 90-е годы, поэтому мы имели возможность поддерживать нашу науку. Да. Так, еще Нам один это не вопрос. мешало. Так, для молодых я скажу, сейчас вопрос задавал Макар Макарович Яковлев, генерал, доктор юридических наук, профессор университета. Так, он еще выступит сегодня, так что об этом я вам скажу. Так, ну, тогда, может быть, пойдем дальше. Ну, по истории, может быть, вопросов. Можно один вопрос? Да, пожалуйста. Петров Дмитрий Дмитриевич, ПНГ, аспирант. Вот у меня вопрос к Геннадию Владимировичу. А вы за какую вот позицию, которую вот вы озвучивали же вот опрос, вы лично за какую позицию? Ну, я категорически против фальсификации истории, потому что эта история, как вот предмет, даже дисциплина, это наука, которая устанавливает причинно-следственные связи событий. То есть мы должны рассматривать процесс как единый, который ведет к прогрессу, и в связи с другими государствами, то есть в международном аспекте. Вот в последнее время очень много, ну скажем, говорят о Сталине, да, разговаривают. По-разному можно его оценивать, но одна из ошибок, мы не рассматриваем этот процесс, например, 30-е годы в контексте того времени. Абсолютно. Мы не знаем, какая была тогда ситуация до конца. А с точки зрения вот 2023 года мы рассматриваем 30-е годы. Это абсолютно неправильно. И не каждый специалист может погрузиться в это время. Или, например, 20-е годы. Тоже очень сложно погрузиться туда. Узкие специалисты знают, что было в 20-е годы. Вот мы, например, вчера буквально проводили конференции по Колесову Георгию Георгиевичу. Это был первый руководитель планового органа у нас в республике. Был незаконно репрессирован в 1939 году, в 1943 году он умер. И как бы вот ситуация, что значит съездить даже в командировку, объехать Колымские улусы, у него ушло на простую, казалось бы, комиссию, сегодня сел в самолет, улетел. 2 года, понимаете, на лошадях, там, оленях, подводах, они объезжали и выяснили ситуацию, какая была в Колымских улусах. Вот 20-е годы. Не было централизованного снабжения, пароход не ходил с 17-го года, и там практически, была ситуация с голодом. Зарезали скот, не было хлеба, и он решил вопрос централизованного завоза хлебопродукции. Муку стали завозить, выпекать хлеб, продавать, и вот голод прекратился там. Но для этого надо было съездить. И, мы сегодня представляем, что такое комиссия. Неделю на нее. А тогда уходило 2 года, чтобы только выяснить вообще реальную ситуацию в местах. Это же колоссальное пространство у нас здесь, понимаете? Это только в Якутии. Поэтому вот это погружение вот в этот период, это вот знают узкие специалисты, могут подтвердить вот историки. А мы сегодня судим о каком-то периоде, значит, прав был тот человек или не прав, вот с точки зрения сегодняшней ситуации. Это категорически неверно и неправильно, и я против этого. Это сплошь и рядом. Контекста нет. Такая оценка сплошь и рядом запутывает тем самым людей. Это не научно, и вообще не методологическая проблема здесь даже возникает. Ладно, перейдем дальше. Потом вопросы готовьте, пока Геннадий Владимирович здесь, перед уходом он ответит еще вопрос. Так, Макар Макарович, готовы? Пожалуйста. Миронов должен был выступить. Его нет. Видимо, он надеялся на вас. Я представил. Предупредили немножко. Но я сразу скажу, вот начну с нашего парламента республики. В основном половина парламента это генералы. Правильно? Которые лоббируют интересы своих корпораций. Они далеки от законодательства. И наш парламент отстает. И наши даже не успевают принимать активное участие, как Дума, какие законы принимать. Могли бы отправить свои предложения и так далее. Вот поэтому во многих вопросах, мне кажется, парламент должен быть профессиональным и активно должен работать. Это законодательный орган. А наше население избирает богатых. Не богатых, а обеспеченных. А настоящие вот такие активные парламентарии, у них денег нет, они могут за рамки этого депутатства. Вот одна из серьезных причин, в последнее время, как Владимир Владимирович
как юрист пришел к власти, он начал свою работу приведением соответствия закона субъекта федерации федеральным законам. Но он поступил с своей точки зрения правильно, вот, но он сейчас строил очень сильный вертикальный власть, налево и направо никак нельзя. Но в 90-е годы, в 92-м году, в 95-м году, вы прекрасно знаете, наше правительство, российским правительством многие соглашения делало. Вот. Анатолий Павлович прекрасно знает, там 15 соглашений. Вот. Очень даже интересно было раздел, значит, собственности в отношении природных ресурсов, да, договор. Вот. Очень, еще в 92 году, в марте месяце, федеративный договор. То есть мы как-то отошли от договорных отношений. Путин против от договорных отношений, но надо как-то, нам надо будет доказывать, что Россия это большая, великая же, территория разная, развитие разное. У нас не симметричная федерация, у нас асимметричная федерация. До симметричной федерации мы далеки, поэтому все-таки нам как-то надо добиваться все-таки пробить договорные отношения Российской Федерации. Вот на этом вкратце я хотел бы остановиться. И для этого должны работать наши юристы, ведущие юристы, ученые, ну и парламент тоже должен работать в этом направлении. Очень много проблем. Очень. 72-й статье Конституции, это совместное ведение, по сути, не разжевано досконально. Все, спасибо. Да, ну, зато очень солидное предложение было вынесено. Вопрос, пожалуйста. Макар Макарович, у меня вопрос. А как вы смотрите на соотношение сохранения договорной федерации в условиях того, что сегодня мы находимся на новом геополитическом развитии, и тем более сейчас в верхах говорят о цивилизационной России, даже там возрождении имперской России? Ну, я думаю, после завершения СВО, вот, мне кажется, все-таки государство будет вмешиваться в развитие экономики. У нас как будто государство не имеет права вмешиваться в экономике. Чисто такие рыночные отношения. Наверное, какие-то изменения будут в этом отношении. Какое-то вот не слишком либеральное направление будет, а, наверное, чуть-чуть левее пойдет, наверное. Но если так пойдет, можно было действительно подойти к договорным отношениям, мне кажется. Поэтому я вот в этом направлении вижу, вот, как пробить эти федеративные отношения, вот, договорные отношения. А сейчас, конечно, вертикальная власть насильная. Вот, до завершения СВО я даже не знаю, что как. И все-таки, видите, как Путин стал планетарным человеком, не только российским. Он, значит, создал БРИКС, правильно? Он создал ШОС. Он сейчас ломает долларовую систему. Когда эта долларовая система будет сломана, наверное, другие подходы будут. Это моя точка зрения. Спасибо. Так, ну сейчас вопрос задала Елена Владимировна Маклашова, доктор социологических наук, заместитель директора Института гуманитарных исследований. Так, пожалуйста, Виктор Васильевич. Коротенький вопрос. Все-таки вот в современной России имперские функции есть? Если есть, то в каком проценте они присутствуют? Как? Не понял. Имперские функции есть в России? В современной России есть, конечно, имперские функции. Какой? Имперские. На 100%? Ну, даже в Конституции государство образующий народ – это русский народ. Я думаю, это имперское. Может, я ошибаюсь, конечно. Я отходные пути всегда оставляю, может, я ошибаюсь. Юрист, да, поэтому... Да, ну потом, это действительно интересный вопрос относительно империализма, имперскости. Я, например, считаю себя русским, и никаких функций нет. Но в глобальном масштабе, да? В глобальном масштабе Россия должна была быть имперской. В мировом масштабе, все-таки. В мировом масштабе. А внутри своей России, мне кажется, нельзя. Она когда-то была империей, так? Она же была империей. Очень сильная империя. А Сейчас мы сейчас, должны, по идее, глобальном масштабе быть империей. а сейчас имперские Индия, амбиции Китай, есть? Россия.
А сейчас имперские амбиции есть, нет? В России? Конечно, есть. Тем паче, Владимир Владимирович. Так, ладно, Макар Макарович, тоже готовьте вопрос, когда мы вернемся. Так, он сможет ответить вам. Так, ну, Валерий Валерьевич, вы готовы? Лепов, я вас представлю. Это доктор технических наук, так ведь, да? Да. Технических наук, профессор, академик Академии наук нашей республики. Пожалуйста. Я прошу чуть-чуть больше. У меня тут несколько вопросов затронуто. И в том числе естественных наук, и по этике. То есть все, что в 4 пункте перечисленное соотношение фундаментальных прикладных. Ну, что считаете нужно? Ну, я попытаюсь быстро все это, конечно. Ну, предварить свой доклад хотел бы цитатой Владимира Ивановича Вернадского. Это научное мировоззрение, проникнутое естествознанием, математика есть величайшая сила не только настоящего, но и будущего. То есть здесь математика рассматривается как язык наук. То есть она проникает и в естественные, и технические науки языком. Ну, то есть фундаментальная, одна из фундаментальных наук математика считается, но она в то же время многими физиками рассматривается как язык. То есть философия не наука? Философия, естественно, не наука, это надстройка над наукой. Она никогда себя не позиционировала наукой. Это научный институт, скорее. Да. Ну, есть там мнение, которое считает, что это отдельно наука. Нет, ну это понятно. Ну, это другое, это институт философии. Математика царица наук, да. А философия это наднаука. Сейчас спорить будем. Нет, сейчас я об этом не буду говорить. Просто это мое убеждение чисто. Да. Вот перспективно я кратко обосную на примере больших открытий, ну, Нобелевских премий. Все-таки мы остаемся в мире. Я хочу сказать, что наука не может быть региональной. Наука всегда одна в мире. Наука может быть в регионе. Мы говорим там, да, региональная экономика. Экономика регионов может быть, наоборот. Правильно надо так говорить. Не может быть отдельная наука изолирована в каком-то регионе. Она всегда едина. Поэтому мы строим НОЦ мирового уровня, ФИЦ мирового уровня. Мы ориентируемся на мировой уровень. То есть мировая наука должна быть. И в первую очередь эта наука мировая, фундаментальная. А прикладные должны быть только разработки, как приложение фундаментальной науки. А говорить о прикладной науке как таковой тоже не стоит. И поэтому те депутаты, которые объявляют, что нам не нужна фундаментальная наука, но они, извините, со школьной скамьи еще не выросли, получается. Система оценки результативности научного труда, фундаментальной науки, прикладных исследований тоже кратко затронем. Очень много об этом в последнее время говорят, но к итогу так и не пришли. Этические проблемы науки. Вот то, что затрагиваем мы в последнее время. Идеология России, как сказал Владимир Владимирович Путин, до сих пор он признал, что ее нет. Но поставил вопрос о духовно-нравственном воспитании и развитии, то есть становлении классических ценностей. Это он уже поставил вопрос, как раз в ноябре издал указ о том, что необходимо разрабатывать новые ценности, духовно-нравственно. И развитие комплекса междисциплинарных исследований в республике. Это вот то, что я очень много докладываю, но нигде как-то всерьез не воспринимается, даже в НОЦ оно не вошло. Ну, у нас будет своя программа, может быть, свой НОЦ посмотрим. Так, разделение эволюция наук. Я просто для студентов всегда начинаю свои лекции по аспирантам вот с этого слайда, что есть науки, которые занимаются природой и человеком. Они разделяются, соответственно, на естественные науки о природе и о человеке, это общественные науки. И между ними есть еще связка. Это то, что применяется сейчас и в общественных науках, вся техника, все там компьютеры, телефоны, приборы, оборудование, это все техника. И то, что чем человек использует природу с помощью техники. Если бы он как взял в руки палку, он стал технарем. То есть с помощью приборов. И все это вот растет таким образом, что технические науки сейчас повсеместно у нас, у каждого в кармане, там на носу. У кого-то на носу в виде маски, у кого-то на носу в виде очков и так далее. Все это одежда, все это остальное, все это техника. Вот давайте немножко истории коснемся, что классическая научная картина мира сформировалась в Европе, да, в новое время, в 16-17 веках.
отделившись от философии Древней Греции, арабской и так далее. Сначала в форме естествознания, да? А вот именно основателями были Галилео Галилей, Рене Декарт, Гюйгенс, ну и остальные, кончая Чарльзом Дарвином, Рене. Неклассическая научная картина мира сформировалась несколько позже, начиная уже с нового времени. Основные достижения, связанные с именами Макса Планка, Альберта Эйнштейна, Крика, Уотсона, ну и некоторых других, это вот развитие дарвиновской теории, то, что сейчас называется синтетическая теория эволюции. Ну и создается квантовая механика и теория относительности. Ранняя постнеклассическая научная картина мира, в ней как раз вот системный подход превалирует, то есть парадигма целостности, когда некая система представляет собой уже нечто отличное от ее элементов, обладает неким новым параметром, функцией. Тем самым наблюдатель становится субъектом наблюдения единой системой. Ну, это вот то, что сейчас говорят, там еще завязанность, например, связанности, квантовая телепортация, там передача информации, квантовый компьютер, искусственный интеллект. Это вот тренды современные, которые постепенно переходят уже в постнеклассическую научную картину мира, полную, и потом будет поздняя, может быть, вообще конец науки, да, будет. Конец науки – это с точки зрения, если мы не отойдем от каких-то негативных тенденций в настоящее время, то вот этот искусственный интеллект может завершить эволюцию человека определенным путем, то есть заменить человека полностью. Вот этого нельзя допустить. Ну, из тех тенденций, чему мы обязаны вот многим развитию техники, мобильной техники, вот всех компьютеров, это Нобелевская премия 2000 года Жорису Ивановичу за разработку полупроводниковых гетероструктур и созданию быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Вот то, что он развивал, за что получал премии в Советском Союзе, в России, это вот вылилось в признание его заслуг на мировом уровне. И все этим пользуются сейчас, никак не ссылаясь, к сожалению, на Жориса Ивановича и достижения его школы. И не платя никакие дивиденды ни России, ни нашим ученым. Также следует отметить премию 2003 года, о ней мало вспоминают, это ученик Ландау Абрикосов Алексей Алексеевич, Гинзбург, Виталий, самый известный академик у нас физик, и Легет Энтони, это американец, за труды в области изучения сверхпроводимости и сверхтекучества. В последнее время делается все больше и больше новых там каких-то достижений в этой области. Часто они не оправдываются дальнейшими другими группами, частично оправдываются. То есть, возможно, мы скоро будем иметь комнатную электропроводность без высоких давлений даже. То есть при комнатной температуре и атмосферном давлении. То есть это возможно. И зачинателями были вот эти трое ученых. Ну, даже можно сказать, что первый и второй подключился активно, уже развил свою школу, а Энтони, он параллельно развивал работы в Америке. Также открытие микроволнового реликтового излучения следует отметить. Хотя оно еще в 1965 году было подтверждено экспериментально. Это 2006 года премия по физике. То, что наши вселенные неоднородны, значит, были какие-то флуктуации в самом начале. Если принять концепцию большого взрыва за верную, хотя вот сейчас последние месяцы буквально приходит ряд постоянных каких-то свидетельств о том, что на краю Вселенной имеются объекты, которые не могут возникнуть в результате большого взрыва за такое короткое время. Ускоренное расширение Вселенной – это Нобелевская премия 2011 года. Тоже вошло в концепцию лямбда-седем, современную концепцию большого взрыва, и, как она называется, темная материя и темная энергия. Премия 2010 года по физике, тоже бывшие наши соотечественники. Они, правда, один уехал в Нидерланды, потом переехал в Британию. Его аспирант Новоселов – это Андрей Гейм, первый, а второй Новоселов за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена. Сейчас это отдельное направление, оно развивается во многих институтах, в том числе и в университете у нас.
По физике Нобелевская премия 2017 года за обнаружение гравитационных волн. Это как сливались черные дыры, нейтронные звезды, и мы отголоски их путем изменения длины пути фотона в двух перпендикулярных направлениях в различных точках планеты получили вот такие вот, подтвердили предположение Эйнштейна о том, что существуют гравитационные волны. Их скорость оказалась равной примерно скорости света. Нобелевская премия 2019 года по физике – это за вклад наше понимание эволюции Вселенной и места Земли в космосе. Это теоретические открытия физической космологии и также открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды Солнечной. Еще одно направление – это куча экзопланет, там земного, неземного, типа больших, гигантских планет, типа Юпитеров, то есть не образовавшиеся звезды. Все это сейчас можно наблюдать путем вот запуска отдельного обсерватории Тея, которая была после уже. Первая, там несколько всего открыла тысяч, сейчас открываются десятки тысяч планет фактически. 2020 год по физике. У нас очень известный писатель, тем, кто любит популярную литературу, Роджер Пенроуз, который открыл множество вещей, включая структуры математические, которые были открыты потом в твердых телах. Это за открытие, согласно которому общая теория относительности надежно предсказывает рождение черных дыр. Райнхард Генц или Андреа Гессет из Германии за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики, то есть Стрелец А, черной дыры, там, несколько миллионов, десятков миллионов массы нашего Солнца. Ну и доказана была черная дыра как сингулярность мизнеровского типа в рамках решения уравнения Эйнштейна общей теории относительности. 2021 года премия получила лауреатам Клаузусу Хоссельман, Джорджу Паризию и Сикура Манабе за фундаментальный вклад в наше понимание сложных физических систем. Вот похожими исследованиями занимается у нас несколько институтов, в том числе у нас в Институте физики, физико-технического университета Севера. Это вот, например, за открытие взаимосвязи в хаосе и флуктуации в физических системах от атомарных до планетарных масштабах. Это вот второе. А первое – это формирование моделирования физики климата Земли, математическое описание изменчивых систем и точное предсказание глобального потепления. Это то, что говорят, там взмах бабочки в Техасе может родить бурю над мировым океаном. Да? Влияние малых колебаний начальных условий на неустойчивость решения сложных динамических систем. Хотя простые уравнения там очень. Пара нелинейных уравнений может привести к глобальным неустойчивостям. 22 год премия по физике. Это вручена за эксперименты со спутанными фотонами, которые продемонстрировали нарушение неравенства Белла и дали начало квантовой информатики. Ну, то, что мы сейчас называем запутанностью, квантовой телепортацией, на самом деле это не передача информации, это просто получение сведений о другой частице, находящейся сколь угодно далеко, прямо здесь на месте при проверке состояния одной из запутанных частиц. 23 год, премия по физике. За экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе. Ну, первый доклад вот по этой теме я в Фукуоке слышал лет 5 назад, когда там был на конференции в Японии. И что это может дать? Это ультракороткие вспышки излучения аттосекундной длительности, они дают возможность изучать сверхбыстрый электронный процесс на уровне атомов. То есть их пока не на уровне ядра, да, а пока на уровне атомов. То есть до ядра надо еще дойти, чтобы мы могли знать, что происходит в ядре. Так, тут у меня шрифт сбился. Да? Ну, квантовая инициатива, искусственный интеллект, это я просто хотел немножко показать, что у всех нас это коснется. Здесь ряд направлений показан. Это робототехника, промышленная, сервисная. Сейчас даже вот были предложения там роботизировать там численность оленей, коров и какие-то роботы внедрить для вместо того, чтобы оленеводы были там, чтобы роботы ходили, их за ними смотрели. Да? Радиолекарства, диагностика с помощью технеции вот такого слаборадиоактивного элемента можно проводить диагностику раковых заболеваний. Расшифровка генов с помощью искусственного интеллекта. Термоядерный синтез, тоже ряд направлений. Это и в нашем России, и международные проекты ИТЕР. Ну и в ряде Япония, Китай, везде мы можем наблюдать какие-то достижения в этой области. Ну, некоторые физики
относятся крайне отрицательно к этому, они считают это невозможным, получить реальную энергию с этого синтеза. Кто-то вообще занимается холодным термоядерным синтезом. Ну, новые магнитные материалы тоже очень перспективное направление. Это для электрики, это сверхпроводимость, то, о котором мы уже говорили, фотоника. Это в России очень развито, улучшено, оптоволокно стали получать у нас. Аддитивные технологии, о которых я тоже упоминал уже, что необходимо оборудование, потому что единственный выход Якутии промышленного производства – это с помощью аддитивной технологии. Мы можем с нашим контрастом холодовым получать расходные материалы из вторичных металлов. И тем самым исходное сырье для 3D, 5D технологий. То есть, когда создается внутренняя структура в материале прямо при печати, это считается уже 4-5D технологии, и, соответственно, мы можем получать умные материалы, уже запечатанные там, другими материалами. Вот это тоже направление развивается, в том числе вот, в университете. Ну, о том, что это идет буквально бум по этим всем направлениям, вот есть квантовый прорыв в Европе, там вот я тоже являюсь членом как бы, этого сообщества, мне постоянно присылают приглашения на вот эти вот конференции, но участвовать мы не можем. Ну вот даже в России проводится школа-семинар, например, международная конференция вот, по сканирующей зондовой микроскопии для биологических систем. То есть комплексные исследования, они начинают превалировать. И использование искусственного интеллекта, там, квантовой связанности и так далее. А соотношение, вот следующий вопрос, фундаментальные науки и прикладных разработок. А может быть, вопросом перейдем? Да, вот если к вопросам первой части, а остальное потом я дальше. По первой части вопросы есть? Да, пожалуйста. Есть вопрос. Да. Каковы размеры Вселенной? Есть какие-то размеры? Ну, по времени есть, да. Можно умножить скорость света на размер, потому что при большом взрыве, большой взрыв распространялся не со скоростью света, разворачивалось пространство. Оно шло намного больше, чем скорость света. И поэтому оценить размер мы не можем. Можно сказать, что только оно конечно. То есть современная теория говорит о том, что четырехмерное наше пространство-время конечно. Если можно представить сферу в трехмерном виде, мы тоже представляем собой трехмерную сферу, но надо вот эти вот 13 миллиардов лет умножить на скорость света, да. Если есть границы Вселенной, что дальше? Так а вот она как раз замкнута сама на себя. И мы вот, например, на поверхности сферы путешествуем, приходим, вот если мы будем путешествовать в одно место, мы сзади себя придем в это же место там, через миллиарды лет. И возможно, да, вот то, что вот мы обнаруживают там, телескопы, вот Хаббл в последнее время, да, вот эти объекты на краю Вселенной, может быть, это просто наши объекты, просто он уже увидит у себя за спиной. То, что они находятся за спиной, он уже достиг этой границы. Но астрофизики почему-то об этом не догадываются. Что такое биомиметика? Биомиметика – это создание материалов, подобных природным. То есть по структуре, по свойствам они себя выбирают вот эти вот ряд материалов. У меня тут есть, да, это отдельные слайды там по ним. Аналоги костей. Это да, в авионике применяются, сейчас в строительстве пытаются делать. Ну вот, да, то есть как у нас человеческий организм, любой живой организм, он сочетает в себе несколько систем, как конструкционный материал, как функциональный, как датчик. То есть уникальная система. Вот мы нигде в искусственных материалах это не реализуем. Во-первых, это сложно, да. Во-вторых, наверное, никто не задумывался, зачем ему это нужно. Но сейчас стали задумываться. Вот, когда самолет летит, нужно знать состояние каждой из его частей. И туда стали оптоволокно прокладывать везде. И последний вопрос. Скорость света – это предел? Ну, по физике Эйнштейна, да. То есть мы для материальных тел. Не было зафиксировано. Для скорости? Да, не было зафиксировано. Ну, были ошибки, когда какой-то вот там выброс был, как будто бы он был свыше скорости света. Вот недавно, месяц назад где-то. Но потом посчитали другие ученые, сказали, что нет, там не была превышена скорость света. Есть, например, скорость света может быть превышена в нашей атмосфере, когда космические лучи прилетают, они со скоростью света выше скорости света в воздухе прилетают и начинают черенковское излучение, то есть излишек энергии выбрасывать. Высокоэнергичные. Да.
А они прилетают со скоростью света в вакууме. Скорость зависит от энергии. Уже как беседа. Ну, Так, до скорости вопрос света. можно, да? На каком этапе сейчас промышленной революции находится Российская Федерация? И перспективы? Ну, если говорить Третьем, четвертом. до СВО или до периода 20-х годов, она находилась на уровне 3-4. Сейчас, я думаю, уже перевалила за 4, поскольку очень резко идет. Ну, достичь 4 уровня и 5 за ближайшие 10-15 лет, я думаю, возможно. Ну, это опять в точечных областях. Да, только в точке. Это, естественно, и невозможно во всех областях. У нас не хватит ни кадров. Ну, по этому вопросу, может быть, Анатолий Афанасьевич наверняка, он обычно по этим периодизации говорил. Да. Знает. Знаете, вот технологические уклады, они, конечно, во многом зависят от уровня развития всех наук, и фундаментальных, и прикладных, с преимущественно технических наук. Поэтому совершенно правильно говорится, что на 5-й технологический уклад в основном ориентируется экономика. Но со временем этот процесс ускорится. Ну, хорошо, Валерий Валерьевич, может быть, мы, когда потом вопрос задают, вернемся, Валерий Валерьевич. Так, да? Вы хотели еще по соотношению фундаментальных прикладных разработок? Знаете, это, я извиняюсь, это во многом будет зависеть от того, как мы будем готовить интеллектуалов. Кадров, Вот, знаете, у нас традиционная система образования. Общеобразовательную школу, лицеи, гимназии, вузы, университеты, федеральные университеты. Это традиционная система. Надо быстрее переходить на многоуровневую систему образования. А сейчас говорят параллельные системы. Параллельные системы. Вот эта параллельная система переинтеграции и разработки методик и технологий, и разработки системы этого образования значительно ускоряет процесс. Поэтому мы должны переходить на массовую подготовку. На массовую подготовку. У нас среди общеобразовательных школ единственный лицей и мира в России, это вот и рядом стоящий у нас технический лицей Алексеевой. Мы специально монографии выпустили. Да. Но мало кто интересуется этим. Абсолютно. Да. А в интернете уже больше 3000 человек просмотров. Ага. Видите как? Ну вот. Да. Ну вот. Так, разрешите меня дальше. Виктор Васильевич. Нет, а вот это я озвучу, наверное, да? Да, пожалуйста. То есть остальные вопросы сейчас озвучу быстро. Ну, ознакомились, наверное, что когда у нас часть фундаментальных наук начинает реализовываться, да, срок очень разный здесь. Это может быть от 1-3 лет до 50-100 лет и более. Отсюда соотношение фундаментальных и прикладных наук здесь совершенно разное. Вот в первом случае это можно назвать прикладные готовые разработки. Если от 4 до 10 лет уже нужна только неокр для внедрения в промышленность, ну и так далее, вот до полностью фундаментальных работ, базовые, которые открывают целое направление. Это могут быть новые институты открываться, и существенный экономический эффект может быть получен только много-много позже. Но такие исследования тоже нужны, особенно для имперских амбиций, естественно, для их реализации. Вот тоже у меня здесь что-то вылетело, да? Ну, системы оценки, это должны применяться принципиально новые показатели, индикаторы для оценки работы ученых, научных коллективов, лабораторий, университетов и НИИ. То есть введение необходимо максимально эффективной, оптимальной экспертизы как проектов, так и этих результатов, учет фундаментальных монографий, выступлений на ключевых мероприятиях. И если мы к фундаментальной науке начнем применять социальный эффект и экономический эффект, то мы ее лишимся. Только для прикладных разработок должны применяться эффекты экономические и внедрение в промышленность. Так вот, по этическим проблемам, то, что для фундаментальной науки
нужно применять общепринятый научный этос, так называемый КУДОС. Я не буду его касаться сейчас, да. А для разработок прикладных технологий, он разработан еще в 80-е годы, а для разработок уже в конце 90-х применяется этика системы PLACE, так называемая. Также нужна постепенная смена экономики на солидарную модель, которая основана на прямом совладении всеми гражданами, всеми национальными активами. Это вот то правовое обеспечение экономики. И что дает ключ к новому способу производства? А новая этика должна отвергать как олигархический мегакапитализм, так и криминальный характер принятия решений сверху вниз, как у нас сейчас, который прикрывается псевдодемократической системой. Ага, ну Так, ладно. я кратко тут КУДОС Place проскочу. То есть КУДОС – это для фундаментальной науки, общее достояние научного знания, открытость, истинность, доказательства, первичный стимул, бескорыстный поиск истины и ответственность за доброкачественно сделанного. Place – это для прикладных, то есть наука распространяется право собственности, патент, исследовательская, то, что… И вопросы духовно-нравственной молодежи, последний вопрос, ценностных ориентиров. Мы должны, наряду с реализацией пирамиды Маслоу, так называемой, да, это вот физиологические потребности, чувство безопасности, принадлежности, любовь, как он говорил, до самоактуализации и самореализации. Куда, это все, потому что это все постепенно заменяется искусственным интеллектом. Если мы, получаем в городах промышленных автоматизированную систему питания, гигиены, обучения, даже образование роботизированное, обеспечение физической, энергетической, информационной безопасности, и все остальные аспекты начинает за нас выполнять искусственный интеллект. Если мы реализуем полностью квантовый компьютер, да, и человек остается не нужен. Но поэтому мы должны одновременно с этим реализовывать еще и воспитание человека через терпение, жалость, сострадание, жертвенность, альтруизм. Отсюда и подвиг, и героизм, и все остальное. Да. Спасибо, Валерий Валерьевич. Я думаю, что ваша статья появится на странице журнала. У присутствующих будет возможно уже более подробно ознакомиться. Так, Виктор Васильевич Шепелев, главный редактор журнала «Наука техники в Якутии», доктор физико-математических наук, профессор, академик Академии наук Республики Сахалин. Презентация. Пожалуйста. Значит, у меня сообщение такое о социальной значимости популяризации науки на примере журнала «Наука и техника в Якутии». Я согласен с предыдущим докладчиком о том, что наука не может быть региональной. Микрофон надо. Наука есть одна, физика, математика и так далее. Другое дело, что наука может быть в регионе. Вот наш журнал подтверждает это. «Наука и техника в Якутии». Журнал был основан в 2001 году по указу первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. И в первом номере его первая статья, колонка, великолепная статья его о значимости науки для общества, для региона. Но вот с тех пор наш журнал функционирует уже так, как тут. Здесь философские такие размышления, я их не буду на них останавливаться. Тут подчеркиваю о том, что только благодаря науке человек стал человеком, стал защитным от всевозможных катастроф, существенно улучшил условия жизни, наука улучшила условия жизни людей, защиты от различных болезней и так далее. Поэтому уважение и престиж науки вот в то время, это 18, 19, 20 века, был очень высок. Но, к сожалению,
последние 3 десятилетия во многих странах мира, к сожалению, включая и Россию, отмечалось резкое снижение интереса людей к науке, к ее проблемам, результатам. Причиной вот такого снижения престижа науки в нашей стране, это, я считаю, что это распад СССР, не совсем обоснованные продуманные реформы в сфере науки, отбор, отмежевание институтов от академий, снижение престижа профессии ученого общества, недостаточное финансирование науки, применение формальных показателей при оценке научной деятельности ученых и отдельных коллективов. Но вот я к этому перечню, уже знакомому всем, к этому перечню, безусловно, добавил бы, что значительное сокращение в течение последних десятилетий выпуска качественной научно-популярной продукции, журналов, книг, брошюр и так далее. Ну вот, если сравнить с советским временем, вот в советское время научная популяризация была очень развита. Например, Общество знания выпускало 24 серии по направлению «Новое в жизни науки и техники». Народный университет 17 факультетов, да. В помощи лектору, международные ежегодники, наука и человечество, будущее науки. Великолепные были, значит, переводные издания научно-популярной периодики, которые осуществляли издательство «Мир», отраслевые издательства великолепные, научно-популярные произведения выпускали. Это «Недра», «Гидрометиздат», «Мысль» и так далее. Все это вот в постсоветское время исчезло. Но успех научно-популярной деятельности зависит от того, как относится к этой сфере сам ученый, то есть производитель знания. Если он не заинтересован в популяризации знаний, чтобы эти знания шли к науке, вернее, к обществу, то никакого успеха не будет. Это, в общем, подчеркивали все выдающиеся ученые, которые, в общем-то, совмещали научную деятельность с популяризацией своих результатов. Ну и такие вот имена: Тимирязев, Обручев, Ферсман. Великолепные были профессора популяризации. После распада СССР вообще перечень научно-популярной продукции сократился колоссально. Это катастрофа произошла. Если в советское время тираж журнала «Наука и жизнь» был 3 миллиона 400 тысяч, сейчас, вот в данное время, 20 860 экземпляров. То есть сократился в 162 раза. Это катастрофа. Катастрофа. Аналогичная же по другим журналам. Но «Знание силы», например, тираж сократился 146 раз. О каком интеллекте, в общем-то, можно говорить, когда такое отношение к к просветительству и передаче знаний обществу. Ну вот понятно, что, в общем-то, вот эту ситуацию понимают некоторые руководители. И вот сейчас, в общем-то, стоит вопрос о повышении престижа знания в стране. В Российской академии наук, например, создана комиссия по развитию, как она называется, я даже про продукцию этой комиссии я еще не знаю. Комиссия РАН по популяризации науки, которая должна, в общем-то, вот эту катастрофу как-то подлечить. Ну вот в нашем журнале, значит, мы стремимся, чтобы научные знания были, в общем-то, по различным сферам, не обязательно только там физика, там химия и так далее, а именно по значимости, что ли. Вот мы считаем, что нужно выделять, значит, различные функции знания при популяризации их. Это научно-информационная функция, научно-просветительская функция, интеграционная функция, инновационная функция,
профориентационное, научно-образовательное, научно-воспитательное, имиджевое, краеведческое, рекреационное. Вот из этих функций научные знания, научные статьи, научные журналы выполняют только первую функцию, научно-информационную. А остальные функции выполняют только научно-популярные журналы. То есть стоимость, ценность научно-популярного журнала, вот во сколько раз там, сколько функций, 12 раз выше, чем научного журнала. Вот я просто докажу вот эту свой вывод последующим раскрытием вот этих функций на примере нашего журнала «Наука и техника в Якутии». Вот научно-информационная функция. Научно-популярные журналы, так же, как и научные журналы, выполняют эту функцию. В этой функции, значит, в рубриках «Результаты фундаментальных исследований», «Вести из экспедиции лаборатории», «Международной связи», «Совещания и конференции». Но выполняет она их так, что эта информация, она доступна не только ученым соответствующего профиля, а всему обществу. То есть научную информацию, фундаментальные знания мы преподносим так, что ее поймет любой студент, аспирант и вообще не той специальности человек прочитает и поймет все. То есть мы более качественно преподносим даже основную функцию научных журналов. А все остальные функции – это те функции, которые мы выполняем дополнительно, что ли. Научно-просветительская функция. Она у нас развивается в таких рубриках: «Мир вокруг нас», «Это интересно», «Алмазная азбука», «Гипотезы и предложения», «Это актуально», «Колонка редактора». А вообще у нас в журнале 30 рубрик. А функция, в общем-то, является, она предназначена просвещать народ. Вот как говорил Тургенев, значит, без вот этого общения, вот этого просвещения, знакомства с результатами науки, мир, нравственный мир, интеллектуальный, значит, становится, в общем-то, суженным любого человека, любой специальности. Интеграционная функция. Окружающий нас мир един, поэтому углубленное изучение его отдельных сторон, элементов, естественность, взаимосвязи, оно, в общем-то, ведет не совсем к верному выводам, что ли. Вот эта функция у нас раскрывается в рубриках «Медицина и здоровье», «Экологическая страница», «Искусствоведение». Следующая функция – инновационная. Значит, доступное изложение о новых научных достижениях и оперативное издание подобной информации, безусловно, способствует внедрению вот этих научных результатов, которые мы пропагандируем, в практику, в производство. Поэтому эта функция, она у нас наука производства, современные технологии, советы специалиста. Мгновенное внедрение, что ли, инновации. Профориентационная функция. Знакомство с научно-популярными изданиями помогает школьникам определяться с выбором. Наш журнал, в общем-то, в некоторых таких продвинутых школах республики используется на семинарах, на конференциях школьников там, и так далее. То есть выполняет вот такую очень серьезную функцию. То есть помогает выбор сделать школьникам еще на таких школьных годах жизни, что ли. Научно-образовательная функция. Целенаправленная данная функция выполняется двумя постоянными рубриками. Наши лекторы и занимательная наука. Вот за 22 года существования журнала около 60 статей. Очень интересная функция. Научно-воспитательная функция. Но это мы приводим, в общем-то, это знакомство с биографиями выдающихся людей Якутии. В нашем журнале вот за 22 года 100 биографических сводок о выдающихся ученых и инженерах Якутии. Очень интересные. Все эти результаты, в общем-то, использовались при составлении энциклопедического словаря Якутии и так далее.
Имиджевая функция. Журнал распространяется по подписке, поэтому имеет электронную версию, потом с ним знакомятся не только читатели Якутии, но и других регионов России, даже за рубежом. Вот здесь вот приведен отклик из США. Он вообще удивился, говорит, что это за Якутия, и такие результаты выдает. Это ученые Якутии. Краеведческая функция. Это вообще одна из таких любимых рубрик. Рубрики такие: занимательное краеведение, связь времен, музей-заповедники Якутии, заметки натуралиста. Рекреационная функция. Ну, это вот такая, чтобы снять эмоциональную и психологическую нагрузку с человека. Значит, здесь ученый шутит, не наука единая, занимательная наука. Очень тоже интересная вещь. Вот такую функцию выполняет журнал. Но, к сожалению, у нас сейчас система оценки труда ученых такова, что публикация в научно-популярных журналах практически не оценивается. Практически не оценивается. В результате ученые не заинтересованы писать в этот журнал. Я единственный докладывал о журнале в университете Северо-Восточном. Об этом сказал и говорю, что давайте, вы являетесь учредителем журнала, помогите хотя бы то, чтобы если ваши преподаватели пишут наш журнал, поднимать рейтинг вот этих статей. И, в общем-то, это пошли, в общем-то, на вот эту просьбу и повысили рейтинг. То же самое у нас в институте. У вас, наверное, нет, да, Валерий Валерьевич? Нет, ну когда я был, было повышено, да. Виктор Васильевич, о достижениях вы скажите. Самое последнее достижение журнала. Да, достижения, вот они тут у меня. Да. Вот она. Успешное участие редакции журнала 9-й Всероссийской премии за верность науке. Вот диплом, который мы получили. Вот на здесь, днях, буквально да, на днях. Вот здесь стою я, это финалисты нашей этой рубрики. Сейчас, секундочку. Это дело было в Москве. Да, да. Вот здесь стоит вот справа от меня министр Фальков. Да, я с ним там, пока вот было время, перекинулся, я говорю, Якутии-то были вы? Он говорит, нет, не было. Я говорю, много потеряли. Он говорит, все, обязательно посещу. Ну, хорошо. Спасибо. Так, спасибо, Виктор Васильевич. Вопрос Виктору Васильевичу. Так, да, пожалуйста. Можно, да? Да. Ага, а вот что же делать-то, чтобы вот повысить вот этот рейтинг журнала? Вот надо что-то делать. в Ринс там ходят, там, да? Нет. В Ринс? Кажется, нет. Нет. Нет, ага. Ну, даже Ринс маловато будет. Ну, у нас есть ДОИ, поэтому, в общем-то... Потому что журнал, они не спешат сам, поскольку там ограничены какие-то требования, да когда вот. Я разговаривал с Пармоном, с Сергеем, когда он был здесь у нас. Помните, да, вот здесь за этим столом? Бывшим президентом. Президентом Академии наук. Ему тоже выразил вот эти все озабоченности. Он говорит, да, надо что-то делать. Делают до сих пор. То есть они знают об этих всех проблемах. Хорошо, так, ну потом вопросы готовьте. И самое последнее, я хочу озвучить Кишингольц Борис Моисеевич, академик Академии наук Республики Саха-Якутия, бывший вице-президент Академии, он сейчас в командировке. Поэтому он оставил свои тезисы. Некоторые моменты я хочу озвучить. Так, почти надо смотреть. Ну, тема у него «Синергетический анализ науки как системы. Выявление новых аспектов в организации научной деятельности». Отдельные абзацы я прочитаю, чтобы было понятно, о чем речь идет. Борис Моисеевич пишет, синергетика – это теория самоорганизации в системах различной природы. Поскольку речь идет о выявлении и использовании общих закономерностей и различных областях,
то этот подход предполагает междисциплинарность, которая означает сотрудничество в разработке этой теории представителей различных научных дисциплин. Речь идет, он приглашает теоретической разработки этой проблемы представителей самых различных направлений. Базовые свойства синергетической системы. Первое – это сложность и фрактальность структуры. Второе – открытость по потокам энергии, вещества и информации. В-третьих, значительная удаленность от термодинамического равновесия. В-четвертых, нелинейность процессов в них происходящих. Такой анализ позволяет также выявить роль структуро-функционального разнообразия подсистем сохранения способностей микросистемы самоорганизации. Так, дальше. Во-первых, говорит Борис Моисеевич, наука представляет собой сложную иерархическую организационно-фрактальную структуру, пронизывающую все формы, все сферы деятельности достаточно высокоразвитого социума. Отдельные ученые, в том числе научные лидеры, пассионарные личности, аттракторы, поисковые группы, лаборатории, научные отделы, институты, научно-производственное объединение Академии наук – это орган государственного управления наукой, например, министерство. Это, во-первых, система с точки зрения синергетики, что собой представляет наука. Далее, во-вторых, наука – это открытая система не только по потокам вещества и энергии, но и, что наиболее важно, информации. В этом отношении наука по определению не может быть ведомственной, национальной, искусственно ограниченной тем или иным образом в отношении своего фундаментальнейшего свойства открытости. В какой-то мере тут сейчас сегодня затронули. Да, затронули. Да, кстати, по этому вопросу тоже мы обменяться можем мнениями. В-третьих, поскольку главной функцией науки является генерация новых знаний и разработка технологий, их реализация практической деятельности человеческих сообществ. Далее, следующее. Борис Моисеевич говорит, что наука, открытие науки, исследование продукции науки имеет и созидательную, либо разрушительную функции. Ну, например, это переводит к таким явлениям, как, противоречие, в открытиях, исследования, которые возникают на деле, на практике. Первое – открытие в ядерной физике дали начало как создание ядерной, в будущем термоядерной энергии, и практика одновременно создания ядерного оружия. Дальше открытие химии, позволяющее синтезировать новые вещества, является основой создания новых материалов с принципиально новыми полезными свойствами, но одновременно новых взрывчатых и боевых отравляющих веществ, наркотиков. Далее, открытие биологии позволяет создавать новые медицинские технологии, повышающие и качество жизни человека, но одновременно биологическое оружие, новые вирусы, патогенные бактериальные штаммы. Далее, открытие в области информационных технологий позволяет на порядке ускорить информационные потоки в социуме, способствует повышению качества образования технологических производственных процессов. Но в то же время но одновременно повышающих эффективность технологий промывания мозгов, то есть одновременно повышающих эффективность технологий по промыванию мозгов, генерации фейков
психолингвистического кодирования и иных способов зомбирования и углубления человека путем размывания черт личности и биологической индивидуальности. То есть в данном случае противоречие этих открытий он на деле, на практике, когда реализуется, подчеркивает. Далее он говорит, во-первых, в связи с изменением современной внешней по отношению к науке геополитической, социально-экономической и природно-климатической среды, для сохранения способностей самоорганизации должна измениться структурно-функциональная составляющая системы науки. А именно, должна измениться акценты во взаимоотношениях науки с государством и обществом. Вопрос стоит не столько в том, что государство должно дать науке, чтобы она сохранилась, сколько в том, что наука может и должна дать обществу и государству, чтобы они развивались в современных геополитических, социально-экономических условиях. Во-вторых, это последнее уже, синергетический подход показывает, что в режимах с обострением макросоциальной системы, а именно в этом состоянии в настоящее время находится как глобальный социум, так и многие национальные социумы. Для сохранения способности к самоорганизации субсистемы, к коим относится и наука, должны максимально увеличить свое структурно-функциональное разнообразие. Применительно к науке это означает расширение разнообразия форм научной деятельности, взаимодействие с потенциальными потребителями научных знаний, технологий, информационных и иных контактов не только с государственными, но и общественными субсистемами. Вот самые основные моменты я привел. Здесь как раз Борис Моисеевич затрагивает проблемы методологии исследования. В данном случае синергетический подход как методология. Одна из методологических систем вполне может, многое может дать. В частности, если наука как система, значит, наука представляет собой как форма организации, форма общественного сознания. Это научное знание, гипотезы, открытия, концепции, различные программы, проекты и так далее. С одной стороны, там в анализе, с точки зрения такого анализа, вполне можем мы, то, что вот сегодня прикладные фундаментальные исследования, о которых говорил Валерий Валерьевич, здесь можно уже многое можно выявить, какие-то выводы можно сделать. И второе, наука все-таки социальный институт. То есть для того, чтобы исследования проводить, определенные организации, ведомства имеют место. Это институты, лаборатории, кафедры, академии, общества и так далее. Вот эта система тоже наука. Система с этой точки зрения анализ тоже многое нам может дать. Как работает, скажем, Академия наук, как система. Вы помните, в 2013 году, когда реформа в России принималась, как Виктор Васильевич затронул, в 2013 году, хотели что? Кричали, вообще ликвидировать Российскую Академию наук, которая в будущем году будет исполнять 300 лет существующей Академии. В 2013 году, представляете, вот такой, значит, был настрой. Вот, я имею к тому говорить, что насколько вот эта система, как форма организации, насколько эффективна, неэффективна, является ли парадигмой вообще, что является здесь парадигмой с этой точки зрения, или, скажем, института, структуры института, лаборатории и так далее, насколько они в наше время, современное время, вполне работают эффективно, неэффективно и так далее. И так далее. То есть, если наука подойти с точки зрения как социального института, здесь тоже очень многое можно выявить. Противоречия и какие-то, значит, вот на будущее предложения для того, чтобы совершенствовать эту систему. Вот это по поводу тезиса Бориса Борисовича. Так.
Пожалуйста. Это я вас представлю сейчас, так? Это Голиков Алексей Иннокентьевич, доктор педагогических наук, профессор, проректор университета. Он является у нас председателем Объединенного ученого совета Академии наук по гуманитарным наукам. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Значит, вот заслушав в особенности доклады Анатолия Афанасьевича, Виктора Васильевича, Валерия Валерьевича, да, здесь, в принципе, особенности первых лекторов, да, которых назвал, как бы у нас было с наукой все хорошо, как бы, да, было много журналов, тиражирования, институтов, многочисленных и так далее, да. Но сейчас как-то плохо, да. С другой стороны, особенности в выступлениях Валерия Валерьевича, показывали слайды нобелевских лауреатов. Там же есть наши коллеги, да, но соотечественники тогда. Ну, конечно, да, бывшие, да, сейчас они в Нидерландах сказали, да, и так далее. То есть здесь вопрос идет об организации науки на сегодняшний день. Как оно организовано? Организовано, например, в Северо-Восточном федеральном университете. Как оно организовано? Правильно организовано или что-то надо менять, да? Если я такую хорошую статистику Валерий Валерьевич показал, если не окр, да, от 4 до 10 лет, это минимально, да, а реальные исследования от 30 до 50 лет, которые дают реально мощный результат, да, то мы же знаем, что у нас всегда недофинансирование, не хватает денег даже на лабораторию, да, научную лабораторию. Молодые аспиранты сидят. Что мы делаем? Мы начинаем участвовать в грантах, да? А грант, он сколько лет дается? Максимум 3, да? Или даже сейчас КНИ идет, да? Финансирование же не сразу приходит, да? И как-то все ужается. Этот временной отрезок, который Валерий Валерьевич озвучивал, да, эти годы, да, мы каким-то образом должны получить результат. И мы же должны отчитаться. Да, даже не за 3 года, еще гранты же годовые, двухгодовые, да. И тут речь идет о качестве исследования, да. То есть, как бы мы должны отчитаться. С другой стороны, от нас требуют, от преподавателя, от научных сотрудников требуют выпуск статей. Причем мы качество оцениваем сейчас в России как? По категориям, да? Категории журнала появились. Первая категория, значит, у тебя как-то качественная все-таки выпуск, да? Если во вторую попал, уже как-то так не очень, да? И сейчас да, гонка идет. Я сейчас председатель диссертационного совета, сейчас диссертационным советом каждому члену увеличили теперь количество статей. То есть минимум 8, 10, 11, да. То есть теперь член диссертационного совета, он может и 30 лет делать какое-то исследования большие, да, хорошие, а вдруг это прорыв, да. И надо быстро делать эти статьи, да, то есть короткие. С другой стороны, мы сейчас и в НОЦИ Север, да, от нас требуется партнер с реального сектора экономики. Без этого сейчас никак. Но там могут быть какие-то на свое благо, например, если это продукция какая-то, да, значит, исследователь должен как-то исследовать, чтобы компания там говорила, мы продаем качественную продукцию, например, да. То есть в этом смысле качество исследования. Эти все организационные вещи, конечно, мешают вообще всем исследовательским, видимо, да, вещам, да. Поэтому, возможно, да, наверное, гранты надо увеличивать, гранты 5-летние, там, да, гранты 10-летние, возможно. Но это надо дать большому институту, например, да. Или как это надо делать? Здесь у меня просто после вашего выступления я такое резюме маленькое сделал. Спасибо. Хорошо. Так, теперь
Коллеги, ну нет, сейчас вот что. Вопросы какие еще? И еще, значит, да, какое выступление? Да, выступающие есть, заявки есть. Да, пожалуйста, только вкратце, всего 4-5 минут дается для выступающих. Это академик, наш академик наук, Маршинцев Виктор Клавдевич, доктор наук. Пожалуйста. Я недавно прилетел из Иркутска и обратил внимание, что местное телевидение довольно часто рассказывает о научных достижениях иркутских, вообще ученых. И что интересно, они очень часто повторяют, что иркутская наука находится на 46-м месте в Российской Федерации. Но у нас не то, что по телевидению о науке говорят. У нас даже и не знаем мы, наверное, какое мы место занимаем. Есть какое-нибудь место у нас, нет? Наверное, есть. Надо изучать, исследовать. За науку. По вузам, по институтам, наверное, есть. Нет, а в целом, понимаете? По вузам есть. Да. Но они вот как-то... Нет, речь идет о науке, как Виктор Клавдевич ставил вопрос. ВУЗ – это общеобразовательный. Вот на следующее заседание вынести этот вопрос. Мы говорили, не будет нет продолжения нашего разговора. Так? Еще позвольте, так? Я вот воспользуюсь тем, что я нахожусь на АУСе гуманитарных наук. Вот недавно я по телевидению увидел у Чувашии. Там проблема с переводом и обучением молодежи на чувашском языке. У нас есть проблемы изучения якутского языка? Мне кажется, есть, потому что у нас перевод якутского, русских слов на якутский очень сложный получился. Вот я, к сожалению, плохо читаю по-якутски, но тем не менее стараюсь читать. Но вот, к примеру, есть филологи. Вот переведите слово «стол». Нет перевода, это заимствованное слово, которое приобрело такую освоенную, адаптированную форму, и теперь это звучит как «стол». Других вариантов нет. Слово «Якутск», «Республика». Ну, вы, наверное, представляете, как они переводятся, эти слова. Вы знаете, что там язык сломать можно. Они не переводятся. Но зачем вы тогда... Они языком освоены, устным языком они освоены и вошли в произношение как норма, и эта произносительная норма перешла в орфографию, в норму правописания. Поэтому республика сейчас пишется и произносится как «республика», как вы сказали, еще какой? А Якутск – Джокускай, Россия – а Россия. Ну так надо писать так. Как... И пишем. А зачем это вот почти в 2 раза увеличивается слово «республика» на якутском языке? Мне кажется, знаете, это не для нас с вами, так? А молодежь-то не воспринимает это. Согласна. Не воспринимает, понимаете, как вы их обучаете? Вы знаете, что я согласна с вами совершенно, потому что в условиях двуязычия, когда молодежь говорит на 2 языках в равной степени, на русском и якутском, то вот на самом деле это искусственная тенденция объякучивания русских слов. До 2001 года в орфографии функционировала норма писать русские слова, заимствованные в исходной основе. Потом, после перестройки, у нас с пробуждением самосознания этнического, вот пошла тенденция уже пытаться переводить. Переводить, значит, во-первых, предпринимать перевод, русское слово переводить на якутский или объякучивать, вот адаптировать под особенности якутского произношения.
Есть такая тенденция, но вот я не знаю, на самом деле язык, такие искусственные меры не очень хорошо принимают, поэтому со временем, я думаю, норма установится. Это уже речевая практика сама устанавливает такие Так, ну, это была специалист, бывший директор Института гуманитарных исследований, специалист разъяснено полное разъяснение данного. Так, Виктор Клавдевич, у вас все, да? Да, ну, я надеюсь, мы в ближайшее время хотя бы вот место нашей науки якутской среди Российской Федерации, среди общих научных учреждений определим как-нибудь. Почему якутяне определили, а мы не можем? Хорошо. Я прошу секретаря нашего научного совета зафиксировать. Кстати, я забыл представить вам нового секретаря нашего Объединенного ученого совета. Это Санникова Елена Михайловна, вот он кандидат наук. Вот он, значит, недавно Президиум Академии наук мы утвердили ее кандидатуру. Вот она, значит, вот, участвует в нашей работе. Так, Андрей Афанасьевич, вы, пожалуйста, вы заявку на выступление. Это доктор исторических наук, главный ученый, или как у вас институт гуманитарных исследований, короче. Пожалуйста. Сегодня название нашего института несколько раз фигурировало, когда Геннадий Владимирович говорил, что вот в каком-то году Институт языка, литературы и истории был ассоциирован в составе Академии Республики Саха-Якутия. Это вот все наш институт. Но сегодня я просто такую небольшую, как это сказать-то, ну не ремарка, а это, скажем так, продолжение основного доклада вот, по шестому направлению, который озвучил Геннадий Владимирович. Я остановлюсь на фальсификации истории, да, потому что я думаю, это очень сейчас актуальная проблема, и докладчика было заявлено, и вот в ходе заданных вопросов немножко прозвучало это, да, потому что история, она, несмотря на то, что является, конечно, фундаментальной наукой, да, конечно, она также носит и прикладной характер, и она, опять-таки, имеет, конечно, общественное звучание, и, естественно, она непосредственно влияет на нашу современную жизнь, да. Я уж не говорю о том, что и на политику современную и так далее, естественно, да. И вот эти фальсификации истории хорошо, если они возникают только на основании невежества, скажем так, да, людей, да. Геннадий Владимирович сказал, что, к сожалению, фальсификации в последнее время возникают на почве вот именно какого-то заказа, да, ангажированности, да, идеологической, политической, так. Вот, это, конечно, очень опасно, да, скажем так, да. Но даже если мы говорим о ангажированности или, допустим, каких-то там намеренной, да, фальсификации, да, естественно, у историков, конечно, стоит задача, опять-таки, да, приложить свои знания, да, умения для того, чтобы эти фальсификации как-то разоблачить, да, вот. Потому что, вот правильно сказал Геннадий Владимирович, выходят очень красивые издания, да, под красивой обложкой, да, и вроде как убедительно звучит, да, и при помощи современных там технологий и так далее, да. А историки, соответственно, должны что-то противопоставить этому, да, вот этой красивой картинке, как говорится, да. Только, конечно, знания, наверное, противопоставить, да, вот, естественно, да. Я считаю, что, как сказать, главное проистекает из чего? Из, конечно, вот интерпретации источников, да, вот это самое главное, что нам остается историкам, да, как говорится, противопоставить вот этим красивой оболочке, скажем так, да, потому что без вот этого главного орудия, что ли, да, исторического знания, да, критического подхода к источникам невозможно убедительно, тем более вот преодолеть какую-то картинку красивую, да, вот, потому что ну, общество, в принципе, оно для него более востребовано, наиболее привлекательно выглядит, конечно, знание, которое его устраивает по каким-то параметрам, да, если оно как-то не только греет души, да, а оно, допустим, привлекательно выглядит с точки зрения его запросов, скажем так, да, вот. Но история-то, она, как бы она неприглядно не выглядела, да, а это же правда, да. Поэтому ее нужно представить так, что человек, как бы ему это не хотелось, да,
красиво, да, как бы это для нее не привлекательно было, но если факты говорят об обратном, чтобы он это принял, как бы, да. Вот, поэтому здесь, конечно, у историков, особенно современных, стоит задача очень так представить, что такое источник, да, как с ним работать и как вот извлечь из него информацию, которая она будет соответствовать действительно исторической действительности, правде, да. Вот это наиболее трудная задача современной исторической науки, да. Поэтому вот сегодня были озвучены некоторые такие фундаментальные проблемы. Ну вот Геннадий Владимирович затронул проблемы изучения истории Второй мировой войны, да, Великой Отечественной войны, отношения к Сталину, да, например, вот в частности к сталинским репрессиям, ну и так далее, да. Вот. Ну, наверное, если вот вкратце, да, пройтись по некоторым вот наиболее таким животрепещущим, да, и таким проблемам, которые действительно требуют, действительно для того, чтобы противопоставить фальсификаторам истории, да. Вот, скажем, в отношении сталинских репрессий, да, однажды у Льва Николаевича Гумилева, да, ну Гумилева, наверное, все присутствующие здесь хорошо знают, а журналистка еще на заре, так сказать, перестройки, да, в конце 80-х годов, скажем так, да, она спросила у него по поводу вот сталинских репрессий, да, Лев Николаевич, вот расскажите, пожалуйста, про сталинские репрессии, да. Ну, вы знаете, что Лев Николаевич, это же как бы олицетворение этой эпохи, да, человек, который пострадал за свои, так сказать, убеждения и так далее, да. Но Лев Николаевич очень так легко сказал, да, а вы знаете, милочка, да, ну, молодая была журналистка, он сказал, а сталинских репрессий ведь не было, он сказал, да. Это человек, который почти 13 лет, да, отбыл, да, вот те или иные вот формы, да, наказания, да, ну, репрессиям подвергся. Да, он просто сказал, сталинских репрессий на самом деле не было, да, просто люди друг друга оговаривали, да, то есть кто-то там в силу каких-то там причин, да, личных, скажем так, да, и так далее. Просто оговаривали, там, доносывали и так далее. Никаких сталинских репрессий не было, да. То есть вот это несколько фраз, сказанных выдающимся ученым, мне кажется, вот как раз могут, да, очень многое сказать, да, по поводу вот фальсификации истории, вот, в частности, вот, сталинского периода, скажем так, да. Вот. А что касается, вот, ну, например, близких к нам, да, якутским исследователям, да, вот, например, я сейчас озабочен проблемами все-таки изучения истории Якутии 17 века, да. Наверное, особенно сейчас, вот я считаю, да, вот эти проблемы актуализируются, несмотря на то, что, казалось бы, ну что там изучать, да, как говорится, у нас есть выдающиеся труды, это помимо фундаментальных таких серийных изданий, да, истории Якутии там и так далее, да, помимо фундаментальных трудов наших классиков, да, начиная там Бахрушина, Токарева, да, наших вот выдающихся якутских исследователей, Пашарина, например, да, и так далее, да. Но тем не менее, некритический подход к источникам, он порождает вначале непонимание, а потом мифы, да, вот такие историографические, которые, к сожалению, оказывают большое влияние и на современную жизнь, да. Вот. Ну, один какой-нибудь пример привести, да, просто так, к слову. Да, вот, например, стоит у нас памятник Дежневу, да, и его якутской супруге, да. Вот. Ее ошибочно до сих пор называют Абагаядой, да. Но это с легкой руки наших, так сказать, литераторов, скажем так. На самом деле ее не Абакаяда звали, да. Ее на самом деле звали просто Абакай, да. Вот. То есть, например, это просто было некритическое прочтение источника, да. Там русские написали так: Абакай, да, Щучу. То есть два имени у этой женщины было, да. Да, это просто частица, которая соединяет два имени, да. А у нас получилось так: Абакая да Щучу, да. И отсюда там вытекающий отсюда, так сказать. Да, это один пример, да. Это от Сорона Маллана идет, наверное. А я уже не помню, от кого это идет, но она попала потом на сцену нашу, да, театральную, была же постановка и так далее. Немножко, вообще, наверное, в целом литературно переиначил, наверное. Ага. Ну, это еще более такой легкий такой пример, да, фальсификации. Ну, это, не, скажем, даже не сколько фальсификация, но просто немножко ведет к такому недостаточно адекватному пониманию, да, проблем. Так? Вот. Или, например, вот это уже более такой серьезный, более такой действительно близкий к квалификации, я считаю, да, случай. Вот, например, когда наступает октябрь, да, месяц, у нас по социальным сетям обязательно проходит информация, да, что вот
неподалеку от Покровска, местности Хорол-Тума, опять прошло мероприятие, посвященное памятным событиям, трагическим, да, казни, значит, вот якутских повстанцев, да, и там перечисляются имена, может быть, кому-то уже попадалось это, да, это уже стало традицией, к сожалению, да, уже который год это проходит, да, это опять-таки, я считаю, подмена реальных событий, которые произошли в это время. Это имеется в виду предположительно событие, как они считают, 1682 года, да, где произошло столкновение между якутским воеводой Преклонским и вот, скажем так, мятежников, да, которые были связаны раскольнической средой. Но их нам преподносят как вот чуть ли не там эпизод какого-то там чуть ли не национального движения, да, и вот геноцида, скажем так. Вот это вот опасно, да, звучит. Да. Вот, к сожалению, даже и на странице печати это попадает, да. Поэтому я считаю, что перед исторической наукой современной, да, несмотря на то, что есть мощные там фундаментальные работы и так далее, но нужно прикладывать усилия для того, чтобы вот в том числе и при помощи научно-популярных изданий как-то вот противопоставлять вот таким фальсификациям истории. Хорошо. Да? Прежде всего это касается вот именно интерпретации источников, да, критического подхода. Ага, спасибо. Хорошо, спасибо. Тут Дарьян Афанасьевич, ну я просто, наверное, ему не дал. Тут спор, не спор научный такой по происхождению якутов, он дипломатично промолчал, или я не дал ему слова. Тут, когда народ Саха, как нация сформировалась, тут спор, публикации были и так далее, и так далее. Но пока это мы оставим, поскольку это мы... Просто я в связи с этим, с историей хочу сказать, действительно, фальсификация – это одно, да, это непосредственно действительно искажение, но есть еще такие моменты, которые просто по незнанию, по недостаточности источника, неверное толкование, неверное преподношение, я имею в виду нашей своей отечественной истории, имеет место. Потому что и политизация, и идеологизация, вот эти. Поэтому сейчас спокойно, с научной точки зрения, многое действительно требуется, с моей точки зрения, переосмыслить. Более того, в адрес историков я хотел бы университета, института, я хотел бы просто пожелание, ведь сейчас единый учебник по истории России, значит, работает уже так, я еще не видел. Уже там по этому учебнику споры идут разные, да, то есть анализы, отзывы различные идут. Действительно, здесь хотелось бы, чтобы преподаватели, те, которые учат истории, будущих преподавателей истории, с ними хорошо было бы дальше продолжать работу, семинары провести. По массовых споров наверняка в связи с этим учебником, наверное, возникнет. Я так думаю, просто предполагаю, поскольку как освещается наша история России до советского периода, постсоветская история, как освещается в этом учебнике, в связи с этим наверняка будут много различных подходов, споров. Поэтому семинары и так далее, работу, вероятно, предстоит историкам провести, насколько я могу судить. Так, пожалуйста, еще кто хотел бы? Два слова по фальсификации. Да, пожалуйста. Фальсификация тоже бывает разная. Есть фальсификация по незнанию, а есть фальсификация по специальному намерению. И есть фальсификация по заданию противников идеологических. Да. То есть фальсификация бывает разная. Компромат есть такой. Вот, кстати, это научная проблема. Вот мы сегодня просто это обозначили, а дальше, видимо, может быть в научном плане как-то вот разговор, семинар. Анатолий Панасович, пожалуйста. Знаете, в регионах очень трудно давать оценки, допустим, даже по вопросам репрессий и так далее других. Потому что, знаете, нужны крупные научно-исследовательские институты Москвы. Вот как раньше, допустим, институт марксизма-ленинизма.
Вот такие институты, они могли давать оценки по отдельным направлениям. Тогда легче ориентироваться. Дальше для развития общества нужна идеология. Без идеологии общество путается, не знает ориентиров, куда, как решать те или иные задачи. Что касается экономики, я хочу сказать, и региональные особенности и решение социально-экономических, вообще экономических, социальных, демографических, духовных проблем всегда имеет место. Вот это мы должны всегда иметь в виду. Раньше был институт, допустим, макроэкономика Госплана. Сейчас хорошо, что сохранили научно-исследовательский институт СОПСа, да, государственный институт статистики, который ликвидировали там. И это, без этих институтов и региональные проблемы решить очень трудно. То есть пропорции, соотношения, различные меры принять практически невозможно. Поэтому просто стать на позиции голого отрицания региональных особенностей – это совершенно неверно. Да, да. Потому что огромная территория. Якутия занимает тут 18% территории. Вот. 18% территории. Это тоже надо учитывать. Это. Поэтому многие вопросы, которые поднимаются, они, конечно, зависят от того, как они будут решаться в центре. Так. Да, хорошо, спасибо. Так, кто еще? Да, пожалуйста. Да. Давайте, представьтесь, тут молодежь. Чернявский Виктор Федорович, гуманитарий, кандидат медицинских наук, член Союза писателей. Да, слышно. Член Высшего Совета Старейшин Республики. Анатолий Афанасьевич, ваша статистика вернула меня в лихие годы. И именно лет 10 назад на одном из семинаров, который проводила администрация, прошел, и на итоговом занятии нам разрешили задать один вопрос, который считает каждый участник самым главным, и я называл бедность. Это было 15 лет назад. На сегодняшний день что? Ничего. В лихие годы нам на уши весили одну проблему – в поисках и обещанием эффективного собственника. Что нам дал Гайдар, что нам дал Чубайс, все мы знаем. Вот он эту статистику сегодняшнего дня озвучил на примере республики нашей. Государство по-прежнему ставит под сомнение, может ли быть государство эффективным собственником. Но, слушая передачи Соловьева и зампреда Думы, как он доказывает, денег в стране достаточно, но олигархи и банки их крутят, спекулируют, но никак не дают ни промышленности, ни науке, ни людям. Вопрос очень важный. В отношении науки, уважаемый коллега, я, поскольку со степенями, осмелюсь к вам так обратиться. Вы сообщили, что недавно вернулись из Иркутска на одном из ученых совещаний. 26 ноября по 5 декабря Цивилев, руководитель угольного комплекса из Южной Якутии, у которого зам по топливному, энергетическому, экологическому зам Панин, 1,5 года назад был первый заместитель министра экономики Республики Саха-Якутия, ожидают на ТОР Кузбасса 54 академика из Большой академии. Была ли у нас вторая экспедиция научная? О первой по истории мы много знаем, и материалами ее пользуемся. Но состоялась ли вторая большая комплексная экспедиция Академии наук на территории республики?
или я был в прострации, но для меня пока никаких данных неизвестно. И как гуманитарий скажу одно, на меня произвела очень большое впечатление фраза: «Если долго смотреть на бездну, бездна поглощает тебя». И вот мы, наверное, все стоим, многие стоят перед квадратом Малевича, и наша жизнь превратилась в эту какую-то определенную бездну, но я надеюсь, что и наша региональная наука, и Академия Республики Саха-Якутия найдет искорки. Валерий Валерьевич, я вашего отчества, правильно? Искры света и скорость света озарят умы и руководителей республики, и населения. И все-таки пути решения указа главы республики Айсена Сергеевича Николаева борьба с бедностью найдет свое решение. И мы, в конце концов, будем иметь достаточный уровень жизни. Спасибо вам, уважаемые академики. Вот вы совершенно правильно правите. Знаете, все социальные и экономические проблемы надо рассмотреть по 4 сферам. Мы давно предлагаем по экономическим сферам, социальным сферам, демографическим и духовным сферам. И в совокупности исследования может и реальные картины показать. Поэтому по отношению к бедности, если по 4 сферам мы рассмотрим, естественно, колебания тех цифровых данных, которые я сказал, с одной группы на другую очень медленно переходят. У нас по существу 80% семей – это малообеспеченные и бедные. Видите как? Такой богатой вроде и республика, богатейшими природными ресурсами. В этом плане те крупные компании, которые у нас созданы, искусственно созданы. Акционирование было. То есть акционирование по капиталу. У кого много денег, те и покупали акции. Видите как? А надо по материальным и ресурсам надо было акционировать. И сделать это с какой-то степени выражением интереса всего населения. Вот этого не сделано. Мы все ваучеры сдали, вот Сахаинвест. Видите как? 80%. Никто не получал никаких дивидендов. Где он эффективный собственник? Да. Вот вопрос. И государство ни в коем случае нельзя рассматривать как неэффективный собственник. В Китае 70% всех основных отраслей народного хозяйства государственной собственности. Все нормально. Да. Спасибо. Так, ну хорошо. Ну то, что сейчас выступающие говорят на такой позитивной ноте, можем мы завершать, что наука наша будет, откроет, покажет выходы из этих проблем. В этом надежда. Так у вас будет, да, сейчас? Больше нет, все. Хорошо, спасибо за встречу, за выступление, за доклады и так далее. Всего хорошего. До следующих встреч.